Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». С вами я, главный редактор «Кактус Медиа» Наталья Цимербаева. Мы мало того, что вышли в неположенное время с нашей темой о правах в период пандемии, так еще и в непривычном для этого проекта формате. Сегодня наш собеседник будет не в студии «Кактус Медиа», он будет онлайн. А говорим мы о безопасности личных данных. Тема важна она не только в период пандемии, но именно сейчас она стала особенно актуальной, потому что мы все с вами ушли в онлайн, а самое главное, в онлайн ушли наши дети, и за безопасность их данных несем ответственность мы с вами, взрослые. И как это сделать, мы говорим сегодня с Владом Ткачевым. Он директор по IT-аудиту международной аудиторской компании Baker Tilly. Все, мы ждем, когда Влад к нам присоединится. Он уже здесь. Он появится у нас в эфире, у нас у всех на экранах. Вот, здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Наталья. Что-то я вас не слышу. Теперь слышите? Да, теперь слышно. Я вас тоже слышу. Здравствуйте. Мы говорим с вами о безопасности личных данных. И первый вопрос вполне уместный, логичный, вполне ожидаемый. Вообще, что такое безопасность личных данных? И почему важно об этом говорить, важно об этом знать? На самом деле это для нашей страны новый тренд. В 2018 году был впервые обновлен закон о защите персональных данных. Это ответ на те угрозы, которые возникают в мире. К сожалению, закон пока не работает. Но что такое персональные данные? Здесь важно понимать, что где-то начиная с начала 2000-х годов, когда интернет стал развиваться семимильными шагами, вперед начал идти этими шагами и очень сильно начал развиваться, граждане многих стран стали хранить свои данные у провайдеров услуг. То есть Facebook, Instagram, любого рода сервисы, интернет-магазины, они все собирают о нас персональные данные. Со временем, в связи с нарушением информационной безопасности и защитой этих данных, данные граждан стали, как это говорится, утекать. То есть злоумышленники, хакеры получали доступ к этим данным и затем их использовали в своих мошеннических целях. После этого первым об этом заговорили европейцы, потом их поддержали коллеги из США, они начали работать в сторону усиления ответственности за сохранность тех данных, которые вот эти самые провайдеры услуг, Facebook и все остальные, собирают. И парадигма такова, что владельцем персональных данных является не кто-то, кто собрал эти данные, а сам гражданин. И только он имеет право распоряжаться своими данными так, как ему удобно. Не как удобно Фейсбуку, Инстаграму, интернет-магазину, правительству, либо кому-то еще, а именно как самому гражданину. Впервые появилось такое забавное понятие, называется право на забвение. То есть любой человек может потребовать у кого угодно, у любого держателя его персональных данных, удалить его данные полностью, уничтожить их и отчитаться гражданину именно об этом. И, соответственно, у нас в стране закон написан ровно таким же образом, как это было создано в ФЗ-52 в России о защите персональных данных, который, в свою очередь, так скажем, слегка копирует, не копирует, на самом деле, законодательство о персональных данных, оно говорит об одном и том же, просто написано разным языком. Говорить, что кто-то у кого-то копирует, было бы неправильно, потому что мы говорим об одной и той же категории данных, так как гражданин должен управлять своими данными. И вот инициатива, которая в свое время прям шумел весь мир, европейская инициатива по защите персональных данных GDPR, General Data Protection Regulations, вот она считается такой самой очень жесткой законодательной инициативой, которая уже работает, потому как в рамках за нарушение правил хранения персональных данных, которые приведут к утечке этих самых данных, станут публично доступными, нарушение, штраф может составлять до 200 миллионов евро. То есть это очень большой такой жестокий закон. Но на самом деле европейские законодатели таким образом хотели подтвердить свою приверженность тому, что они на самом деле
заинтересованы в том, чтобы данные европейских граждан находились под защитой, и компании несли полную ответственность за именно то, что они собирают данные, что они их хранят, и что они действительно обеспечивают их безопасность на том уровне, который полностью отвечает требованиям как самого гражданина, так и требованиям Европейского Союза. Кыргызстане... То есть этот закон у нас основан на вот этом хорошем европейском законе? Да. То есть подходы, которые описаны в GDPR, у нас также прописаны почти в той же самой мере. Единственное, смотрите, что у нас наше законодательство, если его рассматривать так, как оно есть, то есть у нас есть отдельно нормы законов, точнее разные законы, которые говорят, что люди, граждане должны делать то-то, либо это. И отдельно в Уголовном кодексе, либо в Кодексе о проступках, либо Административном кодексе о правонарушениях прописывается ответственность, что если вот эта норма закона нарушается, то в рамках, пусть будет уголовного законодательства, мы там будем требовать возмещения ущерба, штраф и там посадки директора на 5 лет. Вот в случае с законом о персональных данных ничего такого в Уголовном кодексе, в Кодексе о проступках, в Кодексе об административных правонарушениях нет. Закон есть, ответственности за его нарушение нет. Как интересно. И, соответственно, прецедентов тоже нет. Да, конечно, потому что сейчас, по сути, каждый... у нас как? Предполагается, что мы с вами, лично вы, допустим, лично я, наши данные хранятся как минимум в Североэлектро, в Бишкек-водоканале и у вашего оператора связи, который вам предоставляет услуги телефонии. Пусть это будет Билайн, либо там Мегаком, неважно, кто это. Это вот как минимум 3 организации, а их на самом деле больше, потому что вы наверняка регистрировались, и ваш парикмахер о вас знает, парикмахерская, условно говоря, если по записи там. У ГРС есть мои данные. Да, то есть почти все, где вы принимали участие в маркетинговых акциях, где вас просили предоставить ваш номер телефона, фамилию, вот эти все организации, они собрали какой-то массив персональных данных о гражданах Кыргызской Республики. Предполагается, что у нас будет создано агентство по защите персональных данных, и вот эти все организации, которые собрали эти массивы о гражданах Кыргызской Республики, должны быть там зарегистрированы. Чтобы вот это агентство по защите персональных данных... Включая моего парикмахера. Включая вашего парикмахера. Именно таким образом. И после этого вот это агентство будет осуществлять, так скажем, надзор, контроль над действиями вот этих держателей персональных данных и требовать подтверждения соответствия тем требованиям, которые описаны в законе и в одном подзаконном акте, который у нас был выпущен в 2017 году, где прям очень, так скажем, хорошо прописаны прям технические нормы по обеспечению безопасности персональных данных. Он касается как государственных органов, так и частных организаций, неважно, вне зависимости от формы собственности. Но, как я уже сказал, ответственности нету. Агентство планировалось создать еще в прошлом году, об этом много говорили. Но из-за пандемии планы, естественно, все отодвинулись. И насколько мне известно, конечно, я могу ошибаться, потому что сейчас в правительстве и вообще на политическом олимпе там немножко постоянные переназначения, увольнения и все остальное происходит. Сейчас тяжело прогнозировать больше, чем на час вперед. Все сильно очень быстро меняется. Но, насколько мне известно, при созданном Министерстве цифрового развития должно появиться вот этот департамент по защите персональных данных, то есть не агентство полноценное, а вот департамент, который, вот, по идее, должен взять на себя эти функции. И, наконец-то, уже приводить в чувство как законодательную сторону этого вопроса, так и уже фактическую. То есть, видимо, запустить какой-то процесс регистрации этих держателей персональных данных, выработать критерии по контролю за обеспечением безопасности, возможно, там обеспечить работу этих инспекторов, которые должны подтверждать, что наши данные, наши с вами данные хранятся надлежащим образом. Потому что там критерии защиты, они зависят как от объема данных, то есть какое количество данных оператор собрал, держатель данных, но еще и от их, так скажем, качества, количество качества. Потому что по законодательству, как и европейскому, российскому, так и нашему, есть специальные виды персональных данных, которые не то чтобы собирать, их даже запрашивать не запрещено, но в целях
получение, как в законе это написано, национальность гражданина, сведения о его медицинской карте, то есть диагнозы, поставленные, схемы лечения, сведения о его политических предпочтениях и сведения о сексуальной ориентации, ну, политические и философские взгляды, там, скажем, и включая религиозные, вот как-то вот так все это там описано. Держателям персональных данных, ну, операторам, запрещено их собирать только с целью узнать эти данные. То есть, если вам нужно знать национальность для качественного оказания медицинских услуг, ну, потому что мы знаем, что в зависимости от расы человека разные болячки бывают, разная особенность как бы организма, и это важно для медиков. То есть, знать, какая этническая принадлежность гражданина, потому что от этого зависит способ выбора лечения. Но узнать, какая национальность гражданина только для того, чтобы знать, кто он по национальности, вот по закону это запрещено. И собирать такие данные запрещено. Но если вы уже собрали эти данные, к ним, к этим данным, они относятся к категории специальных, предъявляются особые требования, которые обязывают защищать такие данные гораздо более серьезным образом, чем просто обыкновенные данные, типа фамилия, имя, отчество, номер телефона и место жительства. Прошу прощения. И вот, по идее, вот этот регулятор, будущий этот департамент, либо агентство по защите персональных данных, он должен выявить, какими данными оперируют уже существующие вот эти операторы, включая вашего парикмахера, как мы уже об этом говорили, да. И на основании этого уже предъявлять и требовать исполнения тех самых требований, которые отражены в наших законодательных и подзаконных актах. Как-то так. Вот понимаете, вот опасность-то в чем еще? Что, допустим, парикмахеру-то я доверяю, а непонятному вот этому департаменту не всегда. Ну, вы же понимаете, что у нас большое количество людей, теоретически имеющих право голоса, не имеют его практически, потому что они не сдали биометрические данные. А не сдали они их, потому что часть население кыргызстанцев не доверяет государству, не уверено в том, что их данные будут не утекут и не будут использованы против них. Ну, вот, насколько вот защищено, вот, насколько вот этот вот новый теоретический институт будет нас защищать? Ну, дело-то не в этом. Он, этот самый, условно говоря, департамент, либо агентство по защите персональных данных, он не призван для того, чтобы защищать наши данные. Защитой данных занимается непосредственно та организация, которая взяла на себя эту ответственность. Да, которая их собирает. Это их прерогатива, потому что они несут, ну, эти организации, парикмахер, водоканал, там, оператор связи, неважно кто, они перед нами, перед каждым гражданином несут персональную ответственность за сохранность наших с вами данных, которые мы им доверили во временное пользование. Задача агентства обеспечить соблюдение вот этих самых требований по защите данных. То есть они должны требовать от этих операторов, которые управляют нашими данными, от этих держателей, от вашего парикмахера, покупку специального оборудования, найма определенного рода сотрудников, которые бы занимались, офицер по безопасности данных, как он называется в Европе, по безопасности персональных данных, чтобы они, собственно говоря, занимались этой работой, чтобы они разграничивали доступ, чтобы они контролировали, что никто из сотрудников этой организации не смотрит персональные данные граждан без разрешения этого самого гражданина. У нас же, вы сами знаете, как обычно бывает. Ну, не буду называть фамилии, должности, но смысл в том, что люди, которые по служебной необходимости имеют доступ к кое-каким, так скажем, сводным данным о гражданах Кыргызской Республики, могут оказывать такого рода услуги просто по знакомству, типа, ну вот, как это у нас называется, пробить человека. Какая у него машина, где он живет, какой у него номер телефона, как бы, и гражданин об этом даже не подозревает, что такого рода сведения о нем собираются, и кто-то, третье лицо, получает информацию о гражданине, ну вот потому что кто-то вот нарушил свои должностные инструкции и не по служебной необходимости, а исходя из личных каких-то побуждений, зашел вот в эту базу и получил вот эту информацию, так скажем, несанкционированным образом. И, соответственно, задача этого агентства, это, ну, у нас как бы, я вспоминаю историю вообще его создания,
где-то 2 года назад об этом стали сильно разговаривать, ну, на уровне правительства, как бы, общественности. И тогда была такая ситуация, когда возникла вполне реальная возможность, что это ведомство будет не гражданским, а, так скажем, силовым. То есть хотели создать это агентство при ГКНБ. Но на самом деле это было бы, Вообще наверное, еще страшнее стало. Да, это было бы большой ошибкой, потому что, ну, как мне кажется, потому что, ну, понятно, что обеспечение безопасности персональных данных это очень важно. Потому что это защита государства нас с вами, то есть наши данные должны охраняться. И неважно, кто их собирает, требования к таким организациям будут предъявляться как бы одинаковые. Ну, понятно, что на первом этапе без ошибок не бывает. В любом случае будут нарушения, допущения и прочее. И силовое ведомство, обладая правом ведения следствия и возможностью возбуждения уголовных дел, ну, у них просто получился бы новый инструмент кошмаринга бизнеса. То есть, ну, всегда можно будет найти и пойти покошмарить. Сейчас, я говорю, вроде как этот департамент будет при Министерстве цифрового развития, это гражданское ведомство, соответственно, последствия для бизнеса будут не столько печальными, но мы надеемся, что этот департамент или агентство, я уже не знаю, как это все будет в итоге оформлено, окажется не беззубым, а достаточно зрелым институтом, который в действительности будет озабочен защитой наших данных и выставлением и контролем за соблюдением тех требований, которые уже разработаны. И на самом деле эти требования достаточно зрелые, хорошие. Главное их начать исполнять. И, соответственно, если, ну, у нас же, как бы, как говорится, строгость кыргызских законов компенсируется необязательностью их исполнения, соответственно, необходимо, чтобы этот департамент, как бы, или агентство, министерство внесло депутатам на рассмотрение поправки в уголовный либо в гражданский, ну, в смысле, в административный кодекс как раз-таки за нарушение вот этих самых норм, чтобы бизнес тоже начал уже как бы подтягиваться и соответствующим образом подтягивать свои технические нормы, внутренние процедуры по защите наших с вами данных. Как бы, то есть, ну, потому что иначе он не работает. Пряники здесь не раздают, но хотя бы кнут должен быть в руках у этого ведомства, чтобы и бизнес начинал как бы реагировать на потребности, которые сейчас перед нами все стоят. Ну вот смотрите, опять же, вернемся к школьникам, например. А в школе все время собирают какие-то данные, то ИНН, то еще что-то, то данные о семье, и все это прикрывается, естественно, благими намерениями. Насколько человек вправе знать и говорить о том, какие данные он может не разглашать, даже если это требует строгая учительница? Вообще любые данные, кроме публичных, как я уже говорил, в рамках закона, он полностью управляет всеми своими данными. Опять же, смотрите, по закону персональными данными признается один или несколько идентификаторов, которые позволяют однозначно идентифицировать личность. То есть это может быть фамилия и номер телефона. Это может быть фамилия, имя, отчество и место жительства. Просто фамилия, имя, отчество, ну, мы же допускаем существование однофамильцев. Поэтому сама по себе фамилия, имя, отчество в отрыве от других идентификаторов не является персональными данными. Но фамилия, имя, отчество и дата рождения – это персональные данные, потому что мы однозначно можем идентифицировать этого гражданина. Помимо этого, это также может быть и биометрические какие-то данные, то есть рост, вес, внешний вид, цвет волос, цвет глаз. Я уже молчу про отпечатки пальцев, что конкретно идентифицирует гражданина, как бы. И вот эти совокупности, как бы, вот они принадлежат гражданину. И только гражданин вправе ими распоряжаться. Понятно, что как я выгляжу, я не могу запретить вам, либо кому-то еще хранить мой словесный портрет. То есть, как я выгляжу, во что я одеваюсь, цвет волос, цвет глаз и все остальное. Но другие данные, которые, как мы уже говорили, где я живу, место жительства, место рождения, дата рождения, мой номер телефона, мои родственные связи. Национальность. Это прям, я говорю, вот эти данные, они относятся к категории прям специальных. И вообще эти данные запрещено собирать только, ну, как я уже говорил, в целях просто получения информации об этом. Эти данные запрещаются собирать. Просто школа обязана оказывать услуги вне зависимости от национальности и знать,
какая национальность у детей либо их родителей, им совершенно не нужно. Для оказания образовательных услуг это абсолютно лишняя информация. Она ничем не улучшает качество образовательных услуг и никак не помогает школе меняться. Это просто информация ради информации. И вот такого рода подходы, они должны быть запрещены. И как бы мы надеемся, что агентство в итоге вмешается в этот процесс и запретит всем этим самым непонятным инициативам по сбору информации, особенно, которые включают вот специальные данные. И получается, на основании существующего закона гражданин, мы говорим про школу родителей как бы, и строгих учителей, он вправе отказать в получении любой информации, кроме той, которую гражданин посчитает нужным раскрыть о себе. Ну, то есть, если важно, чтобы за ребенком были закреплены родители, для каких-то чрезвычайных ситуаций, создания каких-то там элементов по опеке, я не знаю, то есть для чего это собирается, но в любом случае для этого должно быть какое-то обоснование. Да, конечно, мы можем предоставить сведения о месте жительства, фамилии и именах и отчества как бы родителей. По-моему, этого достаточно. Естественно, да, и контактные данные для связи в экстренных случаях. То есть это вот исчерпывающий список тех данных, которые необходимы образовательному учреждению для того, чтобы оказывать образовательные услуги. Все остальное, оно, по-моему, выходит за рамки оказания образовательных услуг, и гражданин вправе отказать и не предоставлять эти данные. Другое дело, есть опять же, у нас в законе есть небольшая... У нас всегда есть другая сторона. Естественно, всегда. Мы же говорим про две стороны. Одна сторона оказывает какие-то услуги. Школа это парикмахерская, государственное учреждение, неважно кто. И она выставляет требования, что если вы мне предоставите вот эти 5 видов данных, включая национальность и, я не знаю, что там еще, место рождения и образование ваших бабушек, дедушек, то есть всю эту персональную информацию, то только в этом случае я вам окажу услугу. А если не предоставите, то я не в состоянии вам оказывать услугу. То есть гражданин, даже если он не хочет предоставлять информацию о самом себе, избыточную информацию, по его мнению, он будет поставлен перед такой ситуацией, что он будет лишен возможности получить эту самую услугу. И вот нужен какой-то гражданский арбитр, который бы встал посередине и просто изучил эти правомерность требований предоставления избыточной информации и имел этот самый кнут запретить этой организации собирать информацию, которая им не требуется для оказания их прямых услуг. Соответственно, это должно работать примерно таким образом. То есть этот институт тоже будет выполнять и в том числе и такую роль? Да, это его задача. Смотрите, сейчас мы еще говорим о том, что люди боятся. Я боюсь предоставлять государству. Насколько обоснованно, то есть конкретно я не боюсь, я сдала все свои биометрические данные, я имею право голоса, я говорю о среднестатистическом человеке. Он боится доверять государству свои личные данные. Насколько обоснованы эти страхи? Или они защищены? Да, есть эти слухи курсируют, и на самом деле я уже неоднократно наша организация говорила, и мы демонстрировали это. Уровень защищенности, я сейчас не говорю про данные, а вообще про организации, именно государственных организаций, он, как говорится, оставляет желать лучшего. То есть в законе, как я уже говорил, нету никаких требований, которые бы предъявлялись бы государственным органам по защите вообще неважно каких данных, государственных данных. Мы не говорим уже про персональные, хотя бы свои данные защитить. Требований нету. И логика некоторых госорганов, она немножко, она понятная, потому что государственные органы работают в соответствии с требованиями законодательства. От основных законов, подзаконных актов, распоряжений, постановлений правительства, решений судов, все у них все регламентировано. Такого закона, который бы говорил, что нужно заниматься информационной безопасностью в государственных учреждениях, у нас нет. Есть требования к государственным информационным системам, и все. Это все, что было разработано за 30 лет нашей независимости. И, как я уже говорил, нет ответственности за нарушение этих требований. То есть, хорошо, мы не выполняем, и что дальше? Даже посадить нельзя, потому что судья будет смотреть, а по какой статье-то, что происходит-то? То есть нет ответственности за неисполнение требований по информационной безопасности. Поэтому опасения тех граждан, которые не доверяют государственным органам, они вполне обоснованы. Абсолютно. У нас немножко, так скажем,
сложилась ситуация, что есть государственные органы, которые все хорошо, прям с айтишной частью, и с безопасностью там тоже достаточно хорошо. И есть вот, ну, условно говоря, проходные дворы, где вот, ну, заходи, бери, что хочешь, как бы никто об этом не узнает, ну, я имею в виду с точки зрения информационных технологий и систем. Несмотря на, так скажем, много камней, которые кидали в свое время в сторону ГРС, непосредственно Инфоком очень хорошая организация с точки зрения обеспечения безопасности. То есть они там уже постарались, там у них было множество претензий к их работе, и ГКНБ что-то там постоянно их теребило, и сами сотрудники понимали, что что-то у них не так. И сейчас они более-менее нормально уже так подошли к вопросу обеспечения безопасности, но это, так скажем, личная инициатива. То есть в порядке вот, исполнения в соответствии международным требованиям, лучшим мировым практикам, которые вот во всем мире уже применяются, практикуются и действуют. Но, как я уже сказал, в Кыргызстане, к сожалению, как бы эти нормы еще пока нигде не закреплены. Но в отношении других организаций вот у меня есть большие сомнения, насколько там все хорошо управляется, защищается, государственных организаций имеется в виду. Как они вообще к этому относятся, потому как по роду своей деятельности мы периодически сталкиваемся с этим, хотя мы не оказываем услуги государственному сектору, у нас запрещено из высоких коррупционных рисков, компания Baker Tilly на территории Кыргызской Республики не оказывает услуги государственным органам. Да, но мы по роду деятельности все равно с этим сталкиваемся и смотрим, как там что происходит, и есть кое-какие вот сомнения в качестве обеспечения безопасности и защиты этих данных. И вот я понимаю тех граждан, которые относятся именно так, как вот вы рассказали. Да. А вот смотрите, вот если у компании произошла утечка данных, это происходит достаточно часто, компания всяческими силами пытается скрыть факт утечки данных. При этом эта утечка могла потенциально мне навредить. А я об этом не знаю, я об этом не узнала. Они это скрыли. Насколько это законно, насколько это правомерно с точки зрения действий той компании, которая это допустила и скрыла, главное, скрыла, не поставила меня в известность. Вообще это неэтично. То есть компания, когда, ну, то есть в мировой практике это считается честным и справедливым и этичным по отношению к своим потребителям, своим пользователям раскрывать подобного рода сведения. На Западе как бы компании так и поступают. В случае обнаружения утечки они об этом заявляют, приносят извинения и начинают выяснять, в общем, проводят все процедуры как требуется. У нас здесь, опять же, две точки зрения на это. С одной стороны, конечно, да, этично предупредить пользователям о том, что ваши данные были украдены, и, возможно, в связи с этим к вам могут обращаться мошенники, потому что эти данные как бы такие вот, представляющие интерес для мошенников, чтобы они могут к вам обращаться и там как-то вас пытаться выманить деньги, потому что слишком много данных у них есть. С другой стороны, раскрытие такой информации ведет к подрыву репутации. Если мы говорим про коммерческую организацию, у них репутация важна. У государственной организации репутации же не бывает, то есть он может быть самым плохим госорганом, мы все равно будем вынуждены пользоваться. Все равно, да, его другого нет. Да. С бизнесом, конечно, все сложнее, то есть для них репутация – это актив, благодаря которому они позволяют работать и зарабатывать. Но и бизнес, в принципе, тоже по-хорошему, если это, так скажем, одноразовый бизнес, они просто перерегистрируются под новым именем и будут дальше заниматься всякой своей деятельностью. С точки зрения ответственности сейчас, вот, опять же, нету ничего. То есть никто не обязывает раскрывать сведения. То есть это белое пятно в законодательстве? Ну, нет, я бы не назвал. Смотрите, у нас есть еще такое отрасль, так скажем, государство в государстве, немножко, они немножко по своим нормам живут. Это банковская система Кыргызской Республики. У них есть свой регулятор в виде Национального банка, да. И есть немножко свои постановления, которые вот занимаются кредитно-финансовой сферой, валютной политикой, удержанием СОМа и все остальное. Вот у банков есть такая норма, то есть каждый банк обязан информировать Национальный банк обо всех существенных инцидентах в области информационной безопасности, которые произошли в рамках этого банка. И Национальный банк, в зависимости от тяжести инцидента и если есть риски, что он будет масштабирован на другие банки, он самостоятельно доводит информацию до других
участников финансово-кредитного сектора, то есть до других банков, либо микрокредитных организаций. Так что вот в этом ключе у нас как бы что-то есть, что-то работает. А у других организаций, соответственно, государственных органов, таких требований нету, и я больше чем уверен, что на Западе это называется политика ответственного раскрытия информации, что у нас она не приживется. В СНГ я знаю только один случай ответственного раскрытия информации. Это буквально в этом году компания Яндекс впервые признала, что их сотрудник, превышая свои служебные полномочия, просматривал электронную почту пользователей. Это пострадало порядка 500 почтовых ящиков, и как бы Яндекс об этом публично рассказал, сказал, что он принял меры, сказал, что он пересмотрит свои внутренние политики, пересмотрит подходы к полномочиям у системных администраторов и провел себя как настоящая зрелая, здоровая компания, которая реально несет ответственность перед своими пользователями. С другой стороны, даже в продолжении вот этого шага Яндексом, как бы, ну, это на самом деле подстегивает другие организации задуматься, а может и у нас системные администраторы смотрят чужую почту, либо содержимое, не знаю, банковских счетов, либо паспортов, либо фотографии наших граждан, как бы, чтобы также подумать, что если избыточные полномочия есть у наших системных администраторов, ну так, наверное, пора уже, раз у Яндекса такое произошло, давайте, может быть, и мы повысим у себя требования к безопасности. Но, к сожалению, таких требований нету, и, как я уже вам сказал, если от нас никто не требует, и за неисполнение ничего не будет, и в основном как бы бизнес будет голосовать, чтобы ничего не делать. Потому что это дорого. Обеспечение безопасности, ведение контроля, та же самая работа с пользователями, публикация данных о том, что у нас произошла утечка, может сильно ударить по бизнесу, по доходам, увеличит расходы. И, скорее всего, если нет требований и ничего не будет, то все будут молчать. Никто не будет что-то менять. Да, естественно. Ну, на самом деле, вот смотрите, хорошо, мы не будем ждать сейчас пока еще от государства, но что-то же вот мы сами можем сделать. Знаете, вот недавно у нас корпоративное такси, ехала в такси, таксист, понятное дело, знал, где я работаю, он знал моих коллег, потому что у нас корпоративное, он знал, где я живу и где живут мои коллеги. Он это делал не сразу, он просто это запомнил, потому что ему любопытно. Но мне, честно сказать, стало не очень приятно, потому что наша работа сопряжена с риском. Вот как каждый из нас может обезопасить свои личные данные, ну пусть не максимально, потому что понятно, что мои отпечатки все равно будут у ГРС, ну, хотя бы что-то, чтобы... Ну, смотрите, вот ваш пример, который вы сейчас привели, говорит о том, что никак. То есть ваши данные уже есть, уже собраны, уже управляются и хранятся непонятно где, непонятно у кого. То есть вполне возможно, ваши данные есть в министерстве, ну, в смысле, в инспекции по ветеринарному контролю. Возможно, мы об этом даже понятия не имеем. Планируется, что в итоге как бы будет единая база граждан, и каждое министерство будет к этой базе обращаться в рамках тех полномочий, которые вы, как гражданин, предоставили этому министерству для работы с вами. Ну, то есть вы хотите получить услугу в каком-нибудь там тоже самом, ну, ГРЭС, плохой пример, потому что они вообще все знают, как бы, ну, не знаю, получаете апостиль в Министерстве юстиции, неважно, зачем он вам нужен, и для его заполнения, подтверждения и выпуска этого апостиля министерству требуется ваше ФИО и место жительства. И эти данные вы подписываете свое информированное согласие, что вы разрешаете министерству конкретно для выпуска апостиля получить эти данные и хранить их не больше 1 недели. То есть через неделю министерство обязано удалить сведения о вас как о гражданина, оставив только запись о том, что услуга была оказана. Что они выпустили, ну, какая-то услуга, что-то они вот выпустили. Ну, то есть это им все равно нужно для своей внутренней отчетности, бухгалтерии, либо там чего-то еще. Но ваши данные как о гражданине, они обязаны будут удалить. И вот это называется дача информированного согласия, которое закреплено в законодательстве. Наши банки самые первые начали собирать эти информированные согласия прямо в бумажном виде. Вслед за ними подтянулись операторы связи. Если вы сейчас идентифицировали свой кошелек мобильный, там, деньги, либо баланс, либо чем-то, если вы чем-то пользуетесь, там вот эта бумажка уже лежит, но нужно внимательно читать, потому что многие
организации собирают данные в этом информированном согласии бессрочно, то есть на неопределенное количество времени, и список тех сведений, которые они хотят получить от вас, персональных данных, он иногда бывает избыточным. Мы с вами обсуждали уже пример со школами. То есть кое-какие сведения не нужны для оказания образовательных услуг. Также и здесь, при передаче своих персональных данных другой организации, коммерческой либо государственной, нужно всегда себе отдавать отчет, а что мы им передаем и действительно ли это нужно для оказания услуг. И вот это согласие, которое мы подписываем при передаче своих персональных данных, оно должно быть срочным, в том смысле, что оно должно включать в себя какой-то конкретный, конечный период времени. Нельзя передавать это на бессрочной основе, причем с правом передачи третьим лицам. Сейчас это прям, я смотрю в согласиях, прям такое и пишут, что вы доверяете право хранить и обрабатывать ваши персональные данные нам, а также третьим лицам по нашему поручению. То есть кому угодно, вообще даже не знаю, кому-нибудь. Да. И вот это нужно тоже смотреть. То есть если вы такого рода согласие самостоятельно подписали, соответственно, вот ваш так, ну, в смысле, вот эта система, я не знаю, Number или что-то там, Удача, Яндекс, неважно что, если там есть такое согласие, то фактически и теоретически, и практически ваши данные, потом база всех таксистов, ну, в смысле пассажиров, которые пользуются услугами этого таксопарка, может быть продана либо передана вообще третьим лицам только потому, что вы сами самостоятельно разрешили организации это сделать. Прекрасно. Вы знаете, у нас подходит время эфира, давайте подведем итоги. Хорошо. Все-таки как обстоят дела с безопасностью данных в Кыргызстане? Часто ли происходит у нас? И что мы можем сделать, как общество в целом, так и каждый отдельный человек, для того, чтобы повысить вот эту безопасность личных данных каждого из нас и наших детей? Хорошо, ну, краткое резюме. Бизнес в Кыргызстане более-менее, особенно крупный бизнес, прям очень хорошо занимается вопросами информационной безопасности. Это требования самого бизнеса. Иначе у них будут потери прямо в виде денег, поэтому они понимают ценность данных и ценность обеспечения информационной безопасности. Государство, к сожалению, не очень хорошо занимается вопросами информационной безопасности по причине отсутствия требований и наказания за неисполнение этих самых требований. То есть у нас все это, вот пока не будет подтянута нормативная база, государство и государственные органы, и учреждения, и ведомства как бы так и будут на это закрывать глаза. Второй вопрос у нас был, что у нас вообще происходит? Как мы можем поддержать? Что лично мы можем сделать, как общество в целом, так и каждый человек. Еще про инциденты там у нас было количество. Мы сейчас готовим аналитику, мы хотим показать количество инцидентов в информационной безопасности в Кыргызстане, начиная с 2015 года. И, это очень интересно. Да, в ближайшее время, думаю, в июне мы опубликуем на нашем сайте и просто покажем, как у нас все это происходило. У нас там прям один год был просто ужасный. Не все инциденты, конечно, были в поле нашего зрения, потому что мы с вами только что обсудили, компании и государственные органы склонны скрывать информацию про инциденты, и не всегда она доступна общественности, либо исследователям в области информационной безопасности. Иногда бывает по внешним признакам мы можем идентифицировать, что компания была взломана, либо там произошел инцидент информационной безопасности, да, какой-то серьезный. Но большинство из них, конечно, да, скрыты от общественности, но тем не менее мы постараемся эту аналитику опубликовать и выложить, чтобы она была красивая. Что может сделать общество и конкретный гражданин? Ну, общество, во-первых, то есть на самом деле, про которое мы говорили, вот это агентство гражданское, либо департамент по защите персональных данных, по идее, вот общество должно осуществлять общественный контроль над действиями этого самого агентства и требовать от агентства или департамента, как он будет называться, исполнения тех самых требований, которые написаны в законе. Тот же самый пример со школами, он прям очень сильно показательный. Зачем Министерству образования те сведения, которые они пытаются получить? Для оказания образовательных услуг, воспитательных услуг эти данные им вообще не нужны. Нужен необходимый минимум, который вот только соответствует целям и задачам подготовки подрастающего поколения в виде дошкольного, школьного и после вузовского образования, как бы все. Этого, ну, то есть нужно понимать. Соответственно, агентству понятно, что первое время будет тяжело, потому что очень много уже накопилось проблем в стране, и все это одним махом разгрести будет невозможно. Они в любом случае будут первое
время составлять реестры, понимать вообще, что происходит, и только потом, может быть, приступят к каким-то мерам. И здесь общественность должна помочь с тем, чтобы направить агентство в нужное русло, и чтобы оно не занималось там размахиванием шашкой налево-направо, чтобы оно точечно и правильно принимало эти меры. И, как я уже говорил, для конкретного конечного гражданина, если мы говорим про безопасность персональных данных, ну, во-первых, не публикуйте данные самостоятельно вообще нигде. Ну, это прям уже аксиома. Все, что вы оставили в интернете, остается в интернете навсегда. То, что сейчас вам кажется безобидным, какая-то информация о вас, о вашем проживании, о ваших привычках, она может стать токсичным и опасным через время, через 5-10 лет эта информация может вам навредить. Поэтому ограничьте самостоятельную публикацию. И при даче информированного, точнее, при передаче своих персональных данных организации, либо кому-то еще, государственной организации, требуйте информированного согласия. То есть, чтобы они подтвердили, что ваши данные будут защищены, они собирают только вот такой определенный набор данных, то есть 1, 2, 3 и больше ничего, и чтобы там был указан срок и условия хранения, кому они собираются еще дальше передавать. Информированное согласие на хранение и обработку персональных данных, это сейчас важно. Вы должны понимать, как вашими данными должна распоряжаться организация. Тем более, это требование закона. Если организация вам не предоставляет возможность выразить свое информированное согласие, то она нарушает закон. И в рамках того же закона у вас, у всех нас есть неотъемлемое право на забвение. То есть мы теоретически, по закону, имеем право обратиться в любую организацию, которую мы считаем хранит наши данные у себя, и потребовать их удаления с подтверждением, что они предоставили вам потом еще отчет, что эти данные были действительно удалены. Это наше право, которым нужно пользоваться тоже. Спасибо большое, Влад. Я напоминаю нашим подписчикам, что с нами был Влад Ткачев, директор по IT-аудиту Международной аудиторской организации Baker Tilly. Мы говорили о безопасности личных данных, мы будем продолжать эту тему. Я думаю, что вы предоставите и нам отчет по тому, что произошло. Да, разумеется. Да, я надеюсь, что вы будете в безопасности, в том числе и в безопасности личных данных. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо, Влад. Спасибо, Эфир был что очень пригласили. полезен. До встречи. До встречи. До свидания.